Состоялась 4-я акция «Путь к дому». Целью акции «Путь к дому» является оказание адресной помощи бездомным лицам, освободившимся из мест лишения свободы, нуждающимся в реабилитации и социализации, для возвращения в общество. Благотворительная акция проводится по инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия при поддержке республиканских и федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, национальных общин. Такой вот передвижной пункт, который нам сегодня предоставлен Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Мы обратились к землячествам. Это предложение Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. И сегодня в акции у нас активно участвуют представители ряда землячеств. Это Амгинского, Мегино-Кангаласского, Алёкминского, Татинского и других вузов. Фактически более 30 организаций и учреждений сегодня представлены. Это и в дополнение, можно сказать, Министерство по молодежной и семейной политике в лице волонтеров. И на сегодня окружная администрация, управы, вплоть до подключенных сборников, которые сегодня нам все помогают таким гражданам, которые действительно нуждаются в помощи. Поэтому всем огромное спасибо. Попавшие в трудную ситуацию проходят анкетирование, получают консультации по восстановлению документов и трудоустройству. Также акция предусматривает оказание психологической помощи. Здесь происходит анкетирование людей, те, которые обратились у нас по акции, то есть бездомные. Выясняем место жительства, где нам в настоящее время люди проживают у нас, в какой помощи нуждаются и так далее. То есть происходит их регистрация для того, чтобы в дальнейшем отправить их проходить флюорографию, пройти медицинские анализы и получить горячий ответ. Эти данные нужны для того, чтобы в последующем была возможность установить какие-то семейные и социальные связи человека, возможно, выйти на родственников для того, чтобы человека все-таки вернуть в семью, социализировать. Понимаете? Эти данные нужны для того, чтобы понимать, нуждается человек, допустим, если в медикаментозной какой-то помощи, то человека нужно будет, значит, перенаправить по требуемому месту, то есть куда-то либо в поликлинику, дай бог, если флюорография у человека будет хорошая, значит, не будет нуждаться в лечении, тубдиспансер и так далее. Пришедшим оказаны медицинские услуги терапевта, нарколога, проводился сбор анализов крови и флюорография. Центр СПИД Якутии, участвующий уже 4-й раз в акции, расширил сбор анализов не только на СПИД. Сегодня мы принимаем участие в 3-й раз в наш спеццентр. И сегодня мы делаем 4 анализа уже. Во-первых, мы делаем на ВИЧ-инфекцию, на сифилис и на вирусный гепатит Б и на вирусный гепатит С. То есть 4 анализа. Это экспрессы. И все совершенно бесплатно. И прямо с утра уже прошло на 12 часов 20 человек. Уже пришли, сдали анализ. И уже можно сказать, что предварительные данные, у нас есть, так сказать, под вопросом 2 анализа на ВИЧ положительные были. Мы их отвезли уже 2 человек в наш спеццентр. Они сдали там кровь из вены классическим методом на подтверждение. Анализ будет уже готов точно на следующей неделе. И кроме этого у нас еще 2 гепатита С, 1 гепатит Б и 3 анализа на сифилис у нас тоже положительные. Но они все требуют подтверждения. В ходе акции у лиц, обратившихся, берутся общие анализы и работают фтизиатры. Главная цель – выявить подозрение на туберкулез. Так, именно эта группа лиц находится в зоне риска. На прошедших акциях выявлено 2 случая открытой формы туберкулеза. Необходимую помощь оказывают сотрудники полиции и участковые на местах. Сегодня у нас здесь работают службы управления по вопросам миграции. То есть они оказывают помощь в получении паспорта, выяснение всех их данных. Конечно, большую работу здесь у нас проводят участковые уполномоченные полиции. Здесь у нас работают психологи МВД, которые социально
трудной ситуации, в которой находятся люди, они с ними беседуют. Это не значит, что он будет полностью раскрывается, потому что мы уже участвуем третий раз в такой акции. Не все раскрываются, конечно, но, по крайней мере, мы понимаем, что на сегодняшний день, если смотреть так по результатам, которые мы проанализировали, что 35 человек вернулись в социальную среду, да, и чувствуют то, что они могут социализировать. Всякая ситуация бывает, правильно же, жизненная. И потому здесь, чтобы он немножко все-таки адаптировался, для этого мы, наверное, эту акцию и проводим. И такую работу здесь все, любой тут, даже медики, социальные работники, все это тоже как бы проходит психологическая работа с ними. Они все равно тянутся к тому, что к добру-то всегда тянутся. После прохождения медицинского осмотра и сдачи анализов для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, организована раздача горячего питания. Как правило, мы всегда стараемся принимать участие в благотворительных акциях и помочь людям, независимо от их социального статуса. Миссия нашей компании – дарить радость людям, поэтому мы стараемся этого придерживаться. С лицами, обратившимися во время акции, работают некоммерческие организации Якутии. Это «Линия жизни», ПНУЛ и реабилитационный центр «Алмаз». В данных организациях проходит реабилитация с помощью психологического воздействия и трудотерапии для возвращения к нормальной жизни. Проходит своеобразный отбор, и без желания подопечного общественные организации не могут воздействовать на эту категорию лиц без определенного места жительства. К тому же не все лица могут трудиться, так как в большинстве своем являются инвалидами. И здесь помощь приходит от социального дома Терех города Якутска. Мы принимаем по договору социального обслуживания, да, и берем людей, только нуждающихся действительно в помощи государства. Мы оказываем полный перечень социальных услуг, который описан в законе. Немаловажной частью нашей работы считаем восстановление семейных связей, родственных связей, так как действительно человек должен быть соединен со своими родственниками не только, как говорится, на документах, но и морально, и психологически восстановить связь. Чтобы акция «Путь к дому» прошла результативно, управа промышленного округа города Якутска занималась сбором вещей для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и передала вещи в Дом социальной адаптации. Это вот все для наших. На мой взгляд, мне как кажется, да, тут не только уполномоченный по правам человека должен работать, не только управа должна работать, да, тут, знаете, тут все общество, да, должно объединиться, да, и в любом обществе есть активные люди, и именно вот эти активисты, они должны вот до человека донести, вот у тебя вот все хорошо, вот, а у человека вот, ну, вот так вот случилось. Давайте поможем, давайте вот в управу обратимся, давайте в уполномоченного по правам человека обратимся. А такие акции, да, действительно не нужны, то есть хотя бы эта проблема будет озвучена, эта проблема будет видна, и то есть с мертвой точки вот сам процесс двинется, надеюсь. По завершению акции «Путь к дому» свою благодарность выразили участники акции, как лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, так и неравнодушные граждане. Вот эта акция вообще хорошая. Дай Бог, побольше вот так было. И всех собрали бы. Спасибо вам. Ну, все хорошо. На это, как его, на путь исправления все равно же они, как его, доводят все равно. Я пришел, все это сфотографировал, и у себя, являясь экспертом Общественной палаты Иркутской области, я, естественно, там тоже доложу, и мне это нравится, и действительно, я понимаю, особенно в вашем климате, я представляю, сколько людей замерзает, у нас в Иркутске замерзает. Понимаете, дело в том, что даже разговор о том, что есть люди, которые нуждаются, то есть это дает, что вызывает людей милосердие. Что человек, видя, что кому-то рядом трудно, он все равно начинает думать. А когда ему это и наглядно показывается, что действительно кто-то страдает рядом, это акт милосердия, то есть помочь ближнему, тому, кто рядом, тот, кто страждет. Ведь сам Господь сказал, в чем заключается наша? Это помощь ближнему. Если ты, говорит, ближнему помогаешь, то есть ты, помогая ближнему, ты оказываешь свою любовь ближнему. А если любишь ближнего, то любишь и Бога. Нельзя без любви к ближнему любить Бога. Вот к чему. Так и здесь, оказывая тому человеку, кто нуждается, ты делаешь хоть маленькое какое-то дело, но ты облегчаешь его страдания. То есть ты действительно
и сам человек становится, себя чувствует совсем по-другому. То есть уже как-то и видишь, что если еще есть результат твоего труда, то это действительно, это человек и окрыляет, и хочется еще что-то делать, понимаете, это действительно вот. Четвертая акция «Путь к дому» показала, что проблема социальной реабилитации данной категории граждан стоит остро. На сегодня по-прежнему есть потребность в медицинском обеспечении. Центр СПИД сегодня тоже, в общем-то, поработал очень ответственно, и у 5 граждан выявлены признаки ВИЧ-инфекции, и из них двое состоят на учете. И, к сожалению, тоже есть данные, когда граждане болели венерическими заболеваниями. Из 45 граждан 15 граждан изъявили желание работать дальше. Социально ориентированные некоммерческие организации сегодня обратились для дальнейшей реабилитации более 10 граждан. Мы считаем эту цифру высокой, потому что ведь акция проходит исключительно на добровольной основе. То есть человек сам внутри осознает, что ему в жизни что-то необходимо менять сегодня в лучшую сторону. Но результаты медицинских обследований акции «Путь к дому» неутешительные. Из 59 обратившихся выявлено 12 лиц с туберкулезом, 5 ВИЧ-инфицированных, 4 больных сифилисом, 8 зараженных гепатитом С и 2 гепатитом Б. Граждане с положительными результатами взято на дальнейшее дообследование и лечение. 12 человек, изъявившие желание, направлены в реабилитационные центры для дальнейшего оказания адресной помощи. Организаторы считают, что проведенные акции «Путь к дому» позволяют сделать вывод о необходимости комплексного подхода. В первую очередь это учет и контроль к решению проблемы социальной реабилитации граждан без определенного места жительства и попавших в трудную жизненную ситуацию. Совещания, события, акции, лекции и мероприятия. Прямые эфиры в интернете Сокруг ТВ – это доступность, оперативность и актуальность. Большая аудитория зрителей, компьютерная графика, онлайн с нескольких камер. Онлайн – это самый современный способ достоверной информации. Телефон для справок 753 111. Сбор бивней мамонта допускается только на основании лицензии. Применение мотопомп, повреждение плодородного слоя почв и доступ на особо охраняемые природные территории при сборе остатков мамонтовой фауны запрещается. Нарушение данных запретов влечет штраф до 1 миллиона рублей, конфискацию орудий правонарушений и продукции незаконного природопользования. Если такая деятельность сопряжена с извлечением доходов в крупном размере или значительного ущерба окружающей среде, она является уголовно наказуемой. Повреждение, распил найденных бивней, имеющих культурную ценность, влечет уголовную ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы. Актуальные темы свободного СМИ на телеканале «Россия-24», вся Якутия. На YouTube-канале Округ ТВ вы можете увидеть то, что пропустили.